У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Сёлета на Віцебшчыне пастаўлены рэкорд па тэрмінах падключэння да цэнтралізаванага ацяплення сацыяльных аб'ектаў і жылых дамоў. Так рана ацяпляльны сезон яшчэ не пачынаўся. Ці паспелі адпаведныя службы як след падрыхтавацца да работы ў зімовы перыяд, у якім накірунку зараз развіваецца сістэма цеплазабеспячэння в обласці, як павышаецца энергаэфектыўнасць, якія тэхналогіі і ноу-хау укараняюцца. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Раптоўнае пахаладанне другой паловы верасня ўнесла значныя карэктывы ў графікі работы камунальных службаў в обласці. Ацяпляльны сезон распачаўся надзвычай рана. Аднак для спецыялістаў, ад якіх залежыць тэмпература ў нашых кватэрах, гэта не стала неспадзяванкай. Уже с 23 числа тепло подано в объекты социальной сферы, с 25 сентября тепло начало поступать в жилфонд. То есть на сегодняшний момент у нас и подготовлены теплоисточники, теплопотребители, значит, оформлены паспорта готовности к отопительному сезону. То есть все нормально, все потребители будут с теплом. Большасць цеплакрыніц сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі в обласці сёння працуюць на мясцовых відах паліва. Іх выкарыстоўваюць на 70% кацельных. Гэта лепшы паказчык сярод абласцей рэспублікі. Приоритет у нас это использование местных видов топлива. На сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции в республике по проценту использования местных видов топлива. Наш процент, который мы уже достигли, это 70%. Происходит и модернизация на более качественное сжигание топлива, то есть происходит модернизация теплоисточников и с дров на щепу, то есть это тем самым мы сокращаем удельные нормы и по топливу, и по электроэнергии. Ежегодно вводятся мощности именно на топливной щепе, то есть ежегодно там по 5, 6, 10 теплоисточников крупных вводится у нас. В этом году у нас запланировано ввод 3 теплоисточников, по 2 мы уже, они работают у нас на щепе. Значит, 1 мы заканчиваем. Мы анализируем наши себестоимости по видам топлива, то есть анализируем газ, анализируем дрова и анализируем именно щепу топливную. То есть на сегодняшний момент топливная щепа показывает нам себестоимости самые низкие. Это около 80 рублей за гигакалорию. Конечно, следующее по цифровому значению идет газ. Это около 100 рублей, 110. И дрова там более, понятно, что это и местный вид топлива, но, конечно, удельные нормы там не совсем нормальные. Там порядка 120 рублей. Это стоимость гигакалорий. Выбор оборудования происходит по тендерным аукционам, значит, но последние годы побеждает наш витебский представитель Белкотлымаш. Это находятся они в Бешенковичах. Котлы себя нормально зарекомендовали и в эксплуатации, и в технических характеристиках, поэтому такое оборудование мы используем. Віцебскае прадпрыемства кацельных і цеплавых сетак адносіцца да гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі. На балансе больш за 1,5 кіламетраў цепласетак і 37 кацельных, якія забяспечваюць цяплом частку горада і шэраг населеных пунктаў Віцебскага раёна. Ранні ацяпляльны сезон для супрацоўнікаў прадпрыемства не стаў нечаканасцю. Падрыхтаваліся загадзя. Ранний отопительный сезон не стал для нас неожиданностью. Паспорта готовности к отопительному сезону были получены еще 1 сентября. Поэтому запуск отопления после издания решения Витебского горисполкома о начале отопительного периода происходит согласно утвержденного графика. Запасы местных видов топлива созданы в полном объеме. Это дрова и щепа древесная топливная. Значит, более 10 тысяч метров кубических созданы запасы перед началом отопительного сезона. Запасов топлива хватит до весны. Но в течение отопительного периода будет проводиться дополнительная поставка топлива поставщиками, поэтому весь отопительный сезон будет проведен без сбоев. На прадпрыемстве планамерна праводзіць работу по модернизации котельняў и замене теплосеток. Во время подготовки у нас, согласно разработанных планов, проводилась ремонт теплоисточников, ремонт котлов, реконструкция теплоисточников, связанная с повышением эффективности работы, экономией топлива и прочих затрат. Также проводились масштабные работы по замене тепловых сетей.
По плану мы должны были заменить 6,5 километров тепловых сетей, заменено 7, которые включали как модернизацию, капитальный ремонт тепловых сетей, так и реконструкцию объектов. Опять же, объекты реконструкции направлены были на повышение эффективности работы сетей, снижение тепловых потерь. Проведена также работа по подготовке оборудования центральных тепловых пунктов, проведены испытания оборудования, опрессовка. В этом году мы завершили модернизацию, реконструкцию котельной Октябрьская малая. Основное направление – это автоматизация работы котельной. После проведенной реконструкции она работает без постоянного присутствия дежурного персонала на котельной. Контроль за котельной ведется дистанционно. Также повышение эффективности, связанное с экономией топлива за счет внедрения конденсационных теплоутилизаторов. Касельня ў Октябрьскім цяпер падключаецца да агульнай сістэмы дыстанцыйнага кіравання аўтаномнымі цеплогенераторами. 16 автоматизированных котельных, которые работают в автоматическом режиме. Наши операторы с данного диспетчерского пункта ведут контроль за работой оборудования. Они могут осуществлять как дистанционную остановку, запуск оборудования, а также в случае каких-то неполадок на оборудовании, производить переход с одного оборудования котла, допустим, на второй, или с насоса на насос. В случае необходимости выполнения работ непосредственно уже на какой-то из котельных осуществляется выезд одного оператора с дежурной бригадой, которая машина находится постоянно у них, и уже на месте определяют, в чем там неполадки, и совместно уже осуществляют местный запуск, а также связь с оператором, который остается на диспетчерском пункте за контролем за остальными котельными. Кацельня «Пяты полк» – одна з буйнейшых на прадпрыемстве. Працуе на мясцовых відах паліва. Вытворчы працэс максімальна аўтаматызаваны. На котельной установлено оборудование наше белорусское, оборудование производства Белкотломаш. Это два котла КВРМ-1 и КВРМ-2. Суммарная мощность 3 мегаватта. Котлы установлены в 2016 году, и вот уже 4-й сезон мы начинаем работать. Котлы себя показали очень хорошо. Мы проводим только техническое обслуживание регламентное, которое нужно по регламенту. До этого у нас стояли котлы КВДГ-08, 3 штучки, они работали на дровах. Работа на этих котлах требовала больших физических усилий. Сейчас оператор выполняет функцию просто наблюдательную. Он контролирует процессы, котел работает практически в автоматическом режиме. Адна з магчымасцяў больш эфектыўнага выкарыстання выпрацоўваемага кацельняй цяпла – устаноўка цеплаўтылізатараў. Яны не толькі павялічваюць КПД цеплакрыніц на 6-7%, але і затрымліваюць выкіды попелу ў атмасферу. Дасягаецца гэта за кошт выкарыстання цяпла-дыму, які дадаткова прапускаецца праз спецыяльнае абсталяванне. На прадпрыемстве ганарацца таксама ўласнай распрацоўкай – шафавы цеплавы пункт. Неабходнасць такіх вузлоў узнікла, калі на баланс перадавалі кацельні ў невялікіх населеных пунктах Віцебскага района, а ў некаторых шматкватэрных дамах няма нават падвалу, дзе можна было размясціць цеплапункт з рэгуліроўкай падачы ацяплення, абсталяваннем для ўліку яго расходу. Данный тепловой пункт дает возможность осуществления регулирования температуры сетевой воды согласно температурного графика, осуществлять учет теплоносителя, а также осуществлять подачу горячей воды на жилые дома. В данном теплопункте установлен водоподогреватель, циркуляционный насос. Тем самым вода заданного температурного режима поступает уже к потребителям. Раньше эти дома были подключены просто, стояли 2 вентиля и никакой системы регулирования. Тем самым, конечно, шли перетопы по данным жилым домам. При уже применении данного шкафа здесь уже осуществляется, то есть, качественное регулирование именно температуры теплоносителя. Тем самым обеспечивается и уменьшение потребления гикалорий, тем самым уменьшается и оплата, соответственно, согласно потребленным гикалориям. То сейчас это уже под учетом.
как и по холодной воде то же самое организован в данном тепловом пункте учет холодной воды, как я уже повторюсь, горячее водоснабжение и тепла. Ну, мы планируем в следующем году то же самое производить реконструкцию тепловых сетей в поселке Октябрьском. Вот большая будет у нас там модернизация, ликвидация тепловых сетей, воздушные прокладки на подземную тоже, что даст нам снижение потерь в тепловых сетях. Уже будут применены трубы предизолированные, которые имеют уже как бы меньше теплопроводность, но тем самым снизится и потери в тепловых сетях. Да рэчы, гэтай распрацоўкай віцебскіх камунальнікаў зацікавіліся і калегі з іншых рэгіёнаў краіны. Прадпрыемства зараз выконвае некалькі заказаў па зборцы аналагічнага абсталявання. Адна з праблем цеплазабеспячэння жыллёвага фонду сёння – празмерная цэнтралізацыя сістэмы. Часам пры падачы цяпла да некаторых дамоў страты сувымерныя з затратамі на ацяпленне такога жылля. У падобных выпадках мэтазгодна абсталяванне невялікай аўтаномнай цеплакрыніцы, і такія работы зараз вядуцца па ўсёй вобласці. Децентрализация у нас также проводится. Значит, по окончанию отопительного сезона те объекты, которые мы выбираем, например, в этом году по поселку Руба, да, там есть у нас 3 частных дома, достаточно протяженная теплотрасса, порядка 800 метров на эти дома, для того, чтобы уйти от вот этих ненужных потерь, то есть там происходит децентрализация, то есть выполняется, то есть по окончанию отопительного сезона решениями горисполкома или райисполкома принимается решение по децентрализации, то есть проводится собрание с жителями, ну и дальше уже происходит реализация данных проектов. Происходит у нас целенаправленное выделение средств в бюджета районного уровня. Мы делаем какую-то инфраструктуру, то есть внутреннее все равно оборудование, это как бы за счет жильцов, то есть это совместное какое-то финансирование жильцов и бюджета. Яшчэ адна праблема цеплазабеспячэння, якую ў бліжэйшы час у нашай краіне плануецца грунтоўна вырашаць – павышэнне энергаэфектыўнасці жылых дамоў. Будынкі, узведзеныя ў мінулым стагоддзі, маюць нізкі ўзровень цеплаізаляцыі і патрабуюць амаль у 3 разы больш цяпла, чым новабудоўлі. До 2016 года в Республике Беларусь и в Витебской области при капитальном ремонте жилищного фонда активно применялось такое мероприятие, как тепловая реабилитация стен и замена окон. К сожалению, с 2016 года в связи с изменением правовых актов мы прекратили наносить эту термошубу на жилой фонд. И потенциал в нашей области, где-то 80% жилья введено до 1996 года. С 1996 года мы повысили требования к тепловой защите, и поэтому сейчас возникла необходимость около 80% жилого фонда подвергнуть энергоэффективным мероприятиям, в том числе и нанесению термошубы, утепления крыш и замены оконных проемов. Нядаўна прыняты новы указ кіраўніка краіны аб павышэнні энергаэфектыўнасці жыллёвага фонду. Дакумент прадугледжвае аднаўленне такіх работ. Цепларэновацыя – буйнейшы інфраструктурны праект. Грашовую падтрымку ў яго ажыццяўленні акажа Сусветны банк. Галоўная умова – суфінансаванне самімі жыхарамі. Жильцы, которые будут участвовать в реализации мероприятий в многоквартирном фонде, будут оплачивать не менее 50% затрат на цели энергосбережения. В течение 10 лет равными долями, то есть здесь это подсильная нагрузка. При этом платить они будут меньше за тепловую энергию на 20-25%. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by на гэты раз мы размяшчалі апытанне, ці камфортная тэмпература ў вашым жыллі падчас ацяпляльнага сезона. Як размеркаваліся адказы, вы зараз бачыце на экранах. На сайце можна знайсці все выпускі нашай праграмы, а таксама тэмы, якія рыхтуюцца да эфіру. На электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце і пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!